Сегодняшний научный семинар, посвященный 90-летию со дня рождения Магомед Саида Плиева, собрал в уютном кругу ингушских ученых, литературоведов и родственников писателя, чтобы напомнить о жизни того, кто оставил большой след в литературной сокровищнице нашего народа. Родился Магомед Саид Плиев 5 августа 1929 года в селе Плиево. В 15 лет оказался в депортации. Там он лишился отца, и у него начинается жизнь, полная забот о матери. Ее писатель берег и опекал всегда, вспоминает племянница Петимат Саутиева. Теплые воспоминания о своем дяде женщину греют до сих пор. Мы сидели, общались, и он сказал моему сыну: ислам, говорит, я на ингушском это скажу, с нанос, ялар, чога, ялар, что тя, халки ваусы, ялар, чогду калулейни с нанос, ялар, сулилвиш, сукабиш, что ягаш. Ислам хадукахас, ялар, никогда, ялар, хайнан, ялар, хайнягара, дихки, ягу, хамадила. По возвращении на родину Магомед Саид Плиев работал прицепщиком, трактористом, заправщиком. Его первые стихи были напечатаны в газете «Сердало» и альманахе «Утро гор». А в 1972 году писатель окончил Чечено-Ингушский университет. Но задатки творчества у Магомед Саида Плиева зародились еще в детстве. Делится племянник Адам Саутиев. От своего отца, двоюродного брата писателя, мужчина узнал много интересных случаев из жизни дяди. Будущий писатель с детства отличался живым воображением. Там, где они жили, дом, недалеко проходила железная дорога. Вот. Раньше были паровозы. Конечно, для многих это была диковинка. И говорит отец, как мне вспоминает, они залазили на забор, значит, и когда паровоз шел, и вот его вот стук колес, вот весь этот шум, почему-то у Магомеда Саида была своя ассоциация, значит, со словами. Он придумывал, говорит, небольшие четверостишие. Он говорил: вот паровоз идет, и мне кажется, что он говорит вот такие слова, и он там, значит, какие-то придумывал четверостишие. Яркая многогранная личность Магомед Саида Плиева нашла отражение и в его произведениях. «Трудный перевал», «Клятва сыновей», «Чистота души», сборник стихов «Таргим». На его стихи написано много известных песен, которые исполняют и по сегодняшний день. Его вклад в ингушскую литературу бесценен, отмечают все присутствующие. تخنا يهانس دعوجل يسيري اشتكيتشا سونجاديكيت كست جوي يازن خوي وي بوتس بيس وي قونشار цар قلم ديش ديس حاج بيس. Диктор, редактор Чечено-Ингушского радио, возглавлявший Союз писателей Ингушетии. Умер Магомед Саид Плиев 16 сентября 2004 года. Дочь писателя Заритхан Плиева вспоминает, что отец всю жизнь был и оставался настоящим трудоголиком. Буквально за 20 минут до смерти он закончил редактировать журнал «Литературная Ингушетия», который ему принес Абу Мальсагов, чтобы он ее проверил, прочел и написал свое мнение по нему. После того, как он только закончил вот это вот все проверять, подписал листы эти проверенные, и так он у нас, этот журнал, и сохранился с его росписями. Только после этого он даже сказал, что ему нужны лекарства. Такая вот у него была судьба. Он всегда очень любил людей, он радовался любому человеку. Он с маленьким ребенком мог разговаривать так же, как с большим начальником. За свою жизнь Магомед Саид Плиев был отмечен множеством наград, среди которых и ленинская юбилейная медаль за доблестный труд. Все, кто знал писателя, отзываются о нем как о человеке добром, отзывчивом. А задача нашего с вами поколения – не забывать о таких людях душой и сердцем, преданных своей родине. Дана Плиева, Асхаб Илакиев, Новости 24.